Якутске готовится к главной крещенской купели республики. Инспекторы ГИМС и специалисты Роспотребнадзора побывали на месте проведения мероприятия на Зеленом лугу столицы, где подготовлена территория крещенского городка. Взяты пробы воды на соответствие требованиям и выборочно замерена толщина льда. Репортаж Виталия Абрамова. В этом году Святая Иордань в Якутске появится в 10-й раз. Традиционно столичная купель прорубается на территории Зеленого луга. На месте уже расчищены площадки под установку палаток и мест парковки автотранспорта. Дорожники заканчивают прокладывать путь. Инспектора ГИМС продолжают контрольные замеры льда. Проверяем норму толщины льда, чтобы соответствовало. Кроме того, ведется мониторинг качества воды на соответствие предъявляемым требованиям. Нами отобраны пробы воды на вирусологические, бактериологические, химические анализы. И результаты сегодня получены. Крещенскую ночь безопасность людей по всей республике будут обеспечивать более 700 сотрудников МЧС, МВД, здравоохранения и более 140 единиц техники. В прошлом году приняло участие около 30 тысяч человек. В этом году ожидается 40 тысяч человек. Ну а по всей республике ожидается более 60 тысяч человек. К святому празднику Богоявления, так еще называют крещение, готовятся и сами священнослужители. В отдаленные населенные пункты, где нет постоянного батюшки, уже отправились священники. Сообщения авиа не ежедневные в те или иные районы, и ряд священников уже отбыли на места своего служения. Кто-то уезжает по земле сейчас в разные районы. Да, уже в большинстве своем священники у нас улетели в Чукурдах, в Депутатский, на Белую гору, в Жиганск. Кто-то поедет сейчас на такси, передвигаясь по земле, но уже большая часть священнослужителей уже находится на местах и готовится к празднику Крещения Господня там. В Якутске Иордань прорубит завтра. Освящение начнется с 3 часов дня в это воскресенье. До купели будут курсировать автобусы от Преображенского собора с 8 утра до 10 вечера. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.